Эльвира Сурабалдиева, депутат Джогорку Кенеша 6-го созыва. В парламенте активно продвигала законы против семейного насилия и в поддержку прав женщин, а также критиковала инициативы коллег-депутатов, ущемляющие свободу слова. В 7-й созыв Эльвира Сурабалдиева баллотируется от партии Атамикен. В списке Атамикена идет под номером 4. Уважаемая Эльвира, вы одна из активных депутаток 6-го созыва. Вы лично удовлетворены своей работой в парламенте? В целом за 5 лет было, я думаю, сделано немало, но все, что я планировала вообще на пути прохождения с 1 по 5 год в парламенте, естественно, я не все успела. Не все обещания получилось выполнить. Сложно ли было продвигать политические инициативы на поле, на котором уже 29 лет властвуют мужчины? Наверное, первые пару лет было сложно, потому что именно в таком патриархальном обществе, которое есть у нас, и особенно в патриархальном политическом обществе, которое сложилось за последние практически 30 лет, первый период те же мои коллеги, сопартийцы присматривались, сходятся ли мои слова с моими поступками. Буквально первые 2 года, я думаю, я отстаивала свою точку зрения, я доказывала, что я такая, какая я есть. В целом, какую оценку дадите работе 6-го созыва? Было очень много критики. Нас, наверное, прозвали, нам дали разные прозвища. И, в принципе, надо признать, что это было не беспочвенно, потому что проходило очень много законопроектов, против которых я и нынешние мои коллеги, сопартийцы Атамикена, голосовали против. К сожалению, мы оказались в меньшинстве, и такие законопроекты проходили, несмотря на нашу критику и выступления против этих законопроектов. Положительная или отрицательная оценка? Отрицательная, скорее. Довольно самокритично. А за что вы похвалите и за что покритикуете работу 6-го созыва? Мне кажется, каждого депутата оценивают в его избирательном округе, и такую положительную либо отрицательную оценку обычно дает электорат со стороны. И со стороны, скорее всего, народу виднее, кто непосредственно, каждый из 120 депутатов, как работал, кем он, она был, как себя позиционировал, в особенности, когда касалось таких тем, как законопроекты по ледникам, законопроекты, штрафы многочисленные, которые накладывались, особенно, наверное, ярким все-таки запомнился всем наше противостояние по законопроекту о манипуляции информацией, где мы были против, но нас оказалось опять-таки мало, недостаточно для того, чтобы этот законопроект не прошел в парламенте. Вы сегодня вновь баллотируетесь в парламент. Зачем? В первую очередь, я считаю, что тот путь, который за 5 лет я смогла пройти, у меня получилось отстоять свою какую-то позицию. И мне кажется, сейчас такой переломный момент, когда борется старое с новым. Дело не только в молодости или в возрасте, здесь скорее мы видели за 30 лет и профессионалов депутатов, мы видели молодых депутатов, мы видели депутатов в возрасте. И я думаю, сейчас наступил такой момент, когда должны приходить депутаты, те, которые именно с моральной, этической точки зрения подходят как к законопроектам, так и к своей деятельности. Именно сейчас наступило время перемен, потому что в 2023 году в нашей стране наступает такой серьезный период выплаты 5-миллиардного долга по кредитам. Это достаточно серьезный период, и к нему надо относиться настороженно от того, кто будет в 7-м созыве, какие люди, порядочные, непорядочные, будут находиться внутри 7-го созыва в парламенте, будет зависеть от того, насколько будет прозрачным бюджет, как будут расходоваться государственные бюджетные средства, как будет происходить распределение средств в сфере здравоохранения, образования и во всех других сферах. Это все будет зависеть от того, кто придет в парламент. Вы перешли из партии СДПК в Атамикен. Почему? На сегодняшний день та партия, в которую я вступала в 2015 году и пришла в парламент в качестве кандидата, она разделилась надвое.
Внутри произошло такое вот какое-то идеологическое, какое-то конфликтное разделение. И на сегодня, вот на сентябрь 2020 года, ни эта, ни вторая сторона не идет в парламент. Создана была третья партия, которую создали дети Алмазбека Шершеновича. Но я человек прямой, и, наверное, я думаю, те, кто меня знает, они услышат то, что я скажу. Я не давала клятву служить детям Атамбаева. В связи с этим, да? А вот чем отличается партия Атамекен в нынешнем его выражении от той партии СДПК? Как раз-таки один из критериев выбора партии, когда вот я для себя решала, с кем я пойду, с кем я хочу пойти на выборы для подготовки, для прохождения вот этого всего избирательного процесса к 7-му созыву, СДПК – партия революционеров, Атамекен – практически партия-сестра. Они вот в буквальном смысле идеологически очень схожи. У них одинаковая стабильная история создания партийности. И на протяжении всех 30 лет они боролись с коррупционными, клановыми режимами. Поэтому для меня идеологически они были схожи. И я не чувствовала разницы уже, когда вот внутри я пришла на съезд. Даже там, в день самого съезда, 17 августа, я вот почувствовала атмосферу вот людей, которые действительно очень честные, очень порядочные старопартийцы, которые все эти годы боролись за правду. И мне было очень комфортно. Роль лидера партии Атамекен Омурбека Черкешевича повлияла на ваше решение? Омурбек Черкешевич, когда мы с ним разговаривали о моем переходе с СДПК в Атамекен, на меня, естественно, он повлиял. Надо признать, что на сегодняшний день в Кыргызстане всего несколько есть политиков большой величины. Это тот же Атамбаев Алмазбек Шершенович, Текебаев Омурбек Черкешевич, Сариев Темир Аргымбаевич, Отумбаева Роза. И еще вот несколько, в буквальном смысле несколько таких старожил политической сферы, то есть люди большого формата. Да, история даст каждому по отдельности оценку, позже, возможно, да, но есть вещи, которые просто надо назвать своими именами и признать. Если вы попадете в парламент, какие задачи будете решать в 7-м созыве? В первую очередь то, что наш электорат, наши граждане, они не знают, допустим, о таких вещах, что когда выключаем, мы все в микрофон, абсолютно все политики, мы говорим, что да, мы за народ, мы любим своих граждан, мы всегда за Кыргызстан. Но когда выключены камеры, когда выключен микрофон, настоящий народный депутат, он идет в зал заседаний к себе в кабинет. И вот там начинаются политические игры и торги, когда вызывают, я знаю депутатов, которые вызывали к себе министров и в буквальном смысле запугивали. Если, мол, вот такое вот кипа резюме, либо ты трудоустроишь там того, или моих родственников, или каких-то знакомых, либо вот я вот с тебя вот, не отстану, да, либо, допустим, такие тоже вот позорные случаи, когда проходили какие-то коррумпированные законопроекты, в моем понимании, с потенциальными рисками для бюджета, и когда мы выступали против, эти же депутаты приходили к нам в кабинет, и вот, которые микрофон говорили одно, приходили в кабинет и говорили, вот, поддержи, там, сестренка, Эльвира, да, этот законопроект вот нужен, там, вот и вот эти лица просят, да. И я помню, что одному из таких, да, вот, уважаемых политиков, аксакалов, я, по-моему, так и сказала, что вы 29 лет грабили страну, вы хотите и нас научить этому. Это, наверное, было очень жестоко, но Байкев, я думаю, он меня понял. Для меня самая, наверное, такая высокая оценка, когда я член комитета по экономической и фискальной политике. И я как-то случайно услышала, что когда обсуждали какой-то законопроект, те же представители правительства, они, оказывается, говорят, вот если Сурабалдиева там в комитете, то мы не пойдем с этим законопроектом, потому что она его не пропустит. И так и было. Вот последний такой ярчайший пример,
3 раза за 5 лет приносили на списание 2,5 миллиарда сомов, которые инициировали несколько наших коллег. И вот 3 раза они заносили в парламент, и 3 раза была попытка провести через наш комитет, 3 раза мы жестко, я, по крайней мере, да, вот если говорить обо мне конкретно, то выступала против, отстаивала до конца, звонила всем там высокопоставленным лицам и говорила, что я буду голосовать против, выступать в парламенте, потому что списать из 2,5 миллиардов, 1,2 миллиарда бюджетных предприятий долги и 1,3 миллиарда частных компаний, которые на протяжении 30 лет кто-то прихватизировал после развала Советского Союза, потом сидел 30 лет их пользовался помещениями, бизнес какой-то там сделал, но долги государство не возвращал. И решил вот под шумок, там, через каких-то своих депутатов, аккуратно эти 1,3 миллиарда списать. У нас, извините, у нас граждане берут по 50 тысяч, по 100 тысяч кредиты сомов и заканчивают жизнь суицидом, если они не могут их возвратить. Почему мы должны, почему мы им не списываем, почему мы должны списывать каким-то предпринимателям, которые причем бесплатно всем этим 30 лет пользовались. То есть вот такая у меня точка зрения. А мы когда-нибудь узнаем имена, во-первых, тех депутатов, которые ходят по кабинетам и просят там вас как-то проголосовать, и вот, естественно, вот этих госчиновников. А обычно это видно в наших выступлениях в парламенте, когда ты выступаешь против какого-то законопроекта, который явно антинародный, это оппонирующие депутаты, это и есть те, кто ходит по кабинетам и просят, в большинстве своем. Вот прям они понимают, что законопроект может подшатнуться, то есть вот позиция законопроекта может на палате подшатнуться, и они начинают апеллировать, какие-то приводить другие аргументы, говорить о том, что там, ну, я даже не знаю, да, вот, что, допустим, вот конкретно со списанием этих 2,5 миллиардов сомов, коллеги, которые приходили, они говорили, ну, чем делать их банкротами, ну, государство спишет, ну, Эльвира, ну, не надо так агрессивно воспринимать. У меня все просто. То, что нельзя сделать простому человеку, но позволительно для человека с мандатом, с депутатской корочкой, с удостоверением, неважно какого госоргана, там, правоохранительных органов, да, почему одному можно, другому нельзя? Тогда давайте создадим условия, это моя позиция, для всех одинаковых. Если простому человеку можно списать его кредит, пожалуйста, тогда пусть это будет одинаково для всех. Ну, точнее, если предприниматель или государственный бизнесмен, как я их называю, да, это вот аффилированные такие чиновники, коррупционеры, если они хотят что-то сделать для себя, тогда они пусть создают такие же условия для простых граждан. Да, я с вами полностью согласна, и как СМИ готовы поддерживать все ваши решения. Больная тема нашего общества – это гендерное неравенство и, как следствие, насилие в семье. Что нужно изменить в сознании общества, чтобы роль женщины в быту и в политике изменилась? 90% наших женщин, они финансово зависимы. Им тяжело получить дешевые кредиты, им тяжело начать свое хоть маленькое, но дело. Плюс ко всему вот эти какие-то бытовые ограничения, да, чтобы улучшилась жизнь социально нашей женщины, должны быть доступны в регионах особенно, да, возможность для заработка. Нужно снижать безработицу. Когда женщина финансово независима, да, когда дома есть, то есть она может себе позволить стиральную машину, может позволить себе няню для ребенка, может позволить себе садик, то есть освободить руки от домашнего быта, да, быть более свободной и заниматься любимой работой, или не доходя до любимой работы, элементарно возможность зарабатывать деньги. Когда такие условия государство создает для женщины, у нее создается, то есть расширяется ее кругозор, ее поле деятельности, она становится более мобильной, и в принципе в 90% ситуаций конфликты в семье происходят из-за вот финансовой зависимости. По большому счету в регионах глубинки, когда мы встречались с женщинами, они так и говорят. Да, он, допустим, избил муж женщину, да, она получает охранный ордер. И если до этого, там, допустим, налагались штрафы, дома опять конфликт, эти деньги уходят с семейного бюджета, да. Потом, если мужчину там закрывают на сутки, двое, там, на 5 суток, опять дома скандалы, причем родственники как мужа, так и родственники жены не встают на сторону женщин.
они ее не защищают, получается, у нее атака с двух сторон. Дети дома оставшиеся, да, тоже на нее смотрят, для них-то отец в любом случае любимый папа. И вот такие вещи, которые происходят, я думаю, общество, в первую очередь, когда в начале этого года, помните, да, были случаи со смертельными исходами после избиения женщин, меня поразило, что в интервью одни из родственников, они признались, да, они знали, что он ее избивает. Вот такого не должно быть, если ты знаешь, что ее бьют. А у нас как? Вот слюбится, стерпится, бьет, не приходи домой к родственникам. Вот он, то есть женщину должно убить для того, чтобы родственники публично признали, да, он был домашний насильник, он был агрессор. То есть когда общество станет полностью нетерпимым к унижению, избиению, к насилию по отношению к женщинам, тогда, я думаю, потихоньку начнут происходить изменения в сознании. И заметьте, кража девушки для брака и кража человека — разные статьи. Почему? Женщина и разве не человек? Да. Вот эти вещи, которые мы поднимали в парламенте, и большая часть, конечно, мне очень, как бы, ну, я с сожалением это признаю, большая часть коллег, они говорили, здесь имеется в виду алакачу, это вот имеется в виду вот здесь там любовь, там и все такое, вы наносите ущерб институту брака, там разрушаете какие-то семьи. Я говорю, здесь все очень просто. Либо вы признаете, что женщина такой же человек, как и мужчина, что мы равны при желании жить, работать и развиваться, либо женщина второй сорт. Поэтому алакачу, похищение девушки, одна статья, а кража человека другая статья. Мы будем ждать продолжения все-таки вашей борьбы за права женщин. А в обществе муссируется вопрос о зарплатах депутатов и в целом содержании парламента. Вы считаете, нужно сокращать эти расходы? Буквально вчера у меня были дебаты на ОТРК, на нашем национальном общественном телевидении, кыргызском. И там мы говорили о сокращении бюджета и попросили конкретно привести примеры. Почему-то все говорят только вокруг парламента. У нас ведь 800 миллионов, это не только 120 депутатов, это еще 800 человек аппарат, которые это и комитеты, и те, кто взаимодействует с населением, да, и наше представительство. 800 миллионов. При этом институт администрации президента 1,5 миллиарда. В 2 раза больше. Почему и мы не говорим о правительстве? Если поднять бюджет каждого ведомства, посмотреть, у нас раздутый бюрократический аппарат. И поэтому в нашей программе «Атамикен» мы закладываем 30% сокращение дублирующих органов. Рациональный подход. Мы все-таки должны все понимать, да, сократить парламент, когда мы пришли в 2015 году, мы сократили. Там до этого, почему-то об этом наши предыдущие созывы умалчивают, называя 6-й созыв чинкириками, а предыдущие все созывы, они пользовались огромными материальными благами. У них у каждого было по 2-3 официальных помощника, у каждого была персональная машина, был персональный водитель. Почему об этом никто не говорит? А 6-й созыв, мы пришли в парламент, сразу же мы отказались от машин, водителей, от квартир и от помощников. У нас остался один консультант. Это больше как секретарь, потому что в прием зачастую, когда нас нет, кто-то в кабинете должен сидеть и звонят. И это как бы взаимодействие с гражданами, там, с почтой, да, и вот такие вещи. Конечно, если мы перешли бы полностью на электронный парламент, в принципе, все это было бы намного мобильнее. Да? Пока есть, но у нас еще вот такая бумажная электронная форма, то есть мы полностью еще на электронную форму не перешли. Видимо, это связано с тем, что возрастное поколение еще не полностью как бы ориентируется в этой сфере. Можете поделиться размером своей зарплаты? Мой оклад 32 тысячи сомов. Потом у каждого депутата есть фонд. Как раз таки после этих сокращений, вот это тоже надо отметить, да, почему-то писали там о каких-то консервациях, да, там все банально просто. У нас даже канцтовары, все мы приобретаем это за свой счет. Элементарно вы приходите, ручка, бумага, все, что есть, там принтеры, да, все это мы приобретаем за свой счет. И расходы с электоратом, ну, допустим, если в моем случае, я человек, который пришел с семьи предпринимателей, да, в моем случае для меня заработная плата, она вот идет в помощь моим там, помощнику, допустим, да, тот же водитель, да, допустим, с фонда можно было бы оплатить. Но на самом деле на протяжении 5 лет
И мой отец, который 15 лет назад тоже был депутатом, когда я уже пришла в парламент, я услышала от сотрудников, что ваш папа был единственный, вот Чергалбек Сурабалдиев, кто полностью отказался, он 89 дней был депутатом, от зарплаты в пользу, там в случае сели были, да, вот он куда-то перечислял. В то время и констовары все обеспечивало государство. Он вообще от всего отказался и говорил о том, что все-таки он предприниматель, и он должен помогать государству, а не брать с государства. Для меня это был такой вот знаковый момент, и когда я пришла в парламент, естественно, когда я заикнулась о том, что я хочу отказаться, на меня, если не накинулись, то обиделись некоторые коллеги. Мол, если ты себе можешь это позволить, давай ты, мол, не будешь это, по крайней мере, афишировать. Поэтому практически на протяжении всей 5 лет, это можно очень спокойно отследить в соцсетях, да, и люди, которые меня знают, вся моя зарплата на протяжении всех этих 5 лет уходила на оказание, допустим, в первый месяц, когда мы пришли, там на юге произошло сели или наводнение было, да, мы сразу же перечислили 100 тысяч. Вот я помню, я об этом тогда у себя на страничке писала. Потом все время проходят какие-то вот вещи, когда приходят люди, просят помощи. И незаметно для себя, когда я стала делать подсчет, это вот подсчет уже, когда вот в пандемии это было более открыто, конечно, практически все это время я могу с уверенностью сказать, что меня содержали мои родственники. Но это неправильно, потому что депутат, который зависит по финансам от какого-то спонсора, он не может быть 100% независим. То есть это мне повезло, что мои родственники, они как-то правильно это воспринимают. Они знают, что сколько я в жизни пережила. Они понимают, что мои, допустим, младшие сестры и братья, они так и говорят, у вас миссия такая, служить народу. Мы будем понимать, поддерживать, и папа у нас там был такой. Но это в целом, в корне, если депутат будет говорить, что нет, мне не нужна заработная плата, и если мы хотим порядочного и честного человека, мы не должны такое пропагандировать. Потому что у нас в парламенте есть вот человек, который я очень уважаю, там Никитенко Наталья Владимировна, да, вот мой сопартиец. Я знаю, как она живет. Это человек, который живет только в рамках своей заработной платы. И я знаю еще много примеров из коллег с парламента, которые вот действительно только в рамках своей парламентской заработной платы обходятся. Да. В целом, чтобы депутат был независим, он должен также быть независим в плане заработной платы. Но при этом на примере многих развитых стран люди, от которых зависит жизнь и будущее, это учителя и врачи, они также должны иметь заработную плату наравне с депутатами. Это уже не популизм, но пандемия показала. И как раз таки мы это также закладываем в парламент, что зарплата врачей и медиков и вот социальная сфера, она все-таки должна быть как минимум, как у работников Джогорку Кенеша парламента. Кстати, о пандемии. Вы переболели уже ковидом? Я сдала анализы, сдала тесты. Я не болела. Месяц назад, по крайней мере, я сдавала. Как вы пережили этот период? Во-первых, это был достаточно стрессовый период. Это достаточно такой тяжелый для всей страны период. И первоначально я, как и все, наверное, мы недооценивали, что происходило. Мы видели, что для бизнеса, малого и среднего бизнеса последствия, я думаю, еще будут на протяжении такого достаточно длительного периода. Но реакция моя как депутата, она была слышна и видна в парламенте. То, что мы высказывали, что государство обязано оказывать хоть какую-то помощь. Люди заперты остались, а те, кто жил, допустим, ежедневным заработком, они вообще остались на обочине, их никто не вспоминал. И пока парламент не стал озвучивать, допустим, те же наши мигранты, которые имеют конституционное право возвращаться домой, это государство обязано это обеспечить, да, и они не могли вернуться домой до тех пор, пока в парламенте остро этот вопрос не подняли наши, вот как раз-таки сейчас они мои сопартийцы, коллеги с Атамикена, о том, что каждый мигрант, каждый гражданин Кыргызской республики, он имеет право вернуться к себе на родину. Это вот такой момент. Тяжелые, я живой человек, у меня погиб, у моих друзей, они потеряли родителей. Тяжело переболели те люди, которых я знаю, которые были мне дороги, которые до сих пор мне дороги. Мы потеряли известных людей, да, то есть такой достаточно стрессовый, тяжелый был период. Я думаю, пандемия, я сама по себе очень ответственный человек, да, но пандемия заставила нас всех сделать переоценку того, как мы жили, как мы живем и вообще куда мы идем. Что вы для себя решили? В центре государства
должен стоять человек. То, что люди не могли попасть в больницы, то, что мы не были подготовлены, то, что карантин, который был, как бы заперли людей на какой-то промежуток времени, и в этот период правительство не подготовилось, это было очень очевидно. Последствия, естественно, все агрессии, эмоции, мы ее получили. Но на тот период, когда вот обычно обвиняют парламент, но когда на передовую вышло правительство, и было видно, что вот мы отошли немножко в сторонку, да, и было видно, как работает правительство, что было столько много смертей, что когда врачи начали жаловаться о том, что СИЗы, маски они недополучают, и как вместо того, чтобы помогать и оперативно реагировать, государство через правоохранительные органы заставляло их, унижало и заставляло извиняться. Это вообще, мне кажется, это нонсенс, это неправильно. И я об этом говорила в парламенте. И для меня до пандемии это было, но пандемия это остро показала. Да? У нас в центре должен, во всем нормальном цивилизованном обществе сначала идет человек в центре всего. У нас же идет какие-то вот государственные бюрократические заморочки, а потом вот это вот страх государства не потерять лицо и не вытащить скандал из избы. Это неправильно. Если не хватает СИЗов, не надо стесняться, надо реагировать. Мы это поднимали. Помимо этого, я думаю, не только я, не только вообще каждый гражданин, каждый родитель понял цену учителям, которые сидели с детьми. Мы все поняли цену врачам, но государство должно сделать выводы. И мы единственные, кто заявили о том, что в пандемию мы выплатим компенсации, но мы подвели наших врачей, и, насколько я знаю, вот мы были в регионах, не все врачи получили. И мы об этом, естественно, да, не все врачи получили компенсацию. И вот врачи, вот представители интеллигенции, я вообще низко кланяюсь каждому врачу и учителю, вот кто вот этот тяжелый период, и всем представителям госорганов, которые вот не покладая рук, работали в местном самоуправлении, та же милиция, та же правоохранительные органы, да, вот, которые на тех же постах, представители санэпидемстанций, которые стояли, да, государство в режиме ЧС, государство в режиме ЧП, оно обязано компенсировать те усилия, которые были затрачены со стороны представителей госорганов. В 7-м созыве вы будете поднимать эти вопросы? Обязательно. Расскажите, пожалуйста, вы вот занимались благотворительностью в период пандемии? В первую очередь я баллотировалась в Сокулукском районе. Самое первое, что это случилось уже вот прям буквально как нас закрыли 24 марта, ну, имеется в виду карантин ввели, да, и в апреле уже я созвонилась с врачами Сокулукской больницы, да, вот Сокулукской ССМ, как раз таки вот зам Сокулукской ССМ, которые заставили извиняться, вот когда там вышло, что у них не хватает СИЗ, маски, да, вот мы связались, мы предоставили транспорт для района, я предоставила машины, оплатила там водителей, бензин, расходы, мы нашли, помните, там как раз дефицит пошел СИЗов, масок, да, вот максимально, что мы смогли в городе найти, выкупили, привезли в больницу, отдали. Потом 10 концентраторов. Это уже не... Сейчас, я думаю, это можно говорить, да, тогда это воспринималось, люди... Я человек, который никогда не хвастается, но вот раз вы спрашиваете, что было сделано, да, тоже закупили, привезла в район, мы разделили, вот как раз и отдали больнице, да, потому что вот такой был, жуткая была картина, ситуация. Ну, естественно, там у нас 20 айлок-мөтө в Сокулукском районе, и из них 11 это которые такие дотационные айлок-мөтө, 13. Да. И получается, не вру, даже 14, наверное. В каждой айлок-мөтө мы раздали продовольствие, муку. Это вот то, что было сделано. И я думаю, в принципе, это нормальная реакция человека, у которого есть возможности, он должен был поддержать в первую очередь тех граждан, вот, которые были уязвимы и оказались запертыми. Вы же знаете, в селах вообще поставили блокпосты, люди даже не могли на базары выехать. Вот, и вот в тот период мы вот так помогали. Спасибо вам за вашу работу. И последний у меня вопрос. Почему кыргызстанцы должны избрать вас в парламент? Мы видели профессионалов за 30 лет в парламенте. Мы видели молодых, умных, амбициозных. Мы видели опытных, мудрых аксакалов. Мне кажется, столь сложный период, вот постпандемический, который сейчас будет происходить, нас ждут
большие катаклизмы в экономической сфере. Нас ждут большие перемены вообще, вот мировой расклад меняется, да, обстановка, картина мира меняется, да. И я думаю, сейчас в парламент должны приходить люди, которые порядочные в сердце, душой, которые правильно воспринимают слово ответственность, потому что это огромная ответственность. Я человек, который не меняется в зале заседаний, у себя в кабинете, дома. Сколько законопроектов вот мы выступали, сколько вопросов мы поднимали. Легко не было. Ко мне и родственники приходили, и известные там лица, бойки, AJ вот приходили. Естественно, когда ты поднимаешь какой-то вопрос, если это не нравится представителям госорганов, потом мои родственники с бизнеса это очень ярко на себя ощущали, да, в буквальном смысле там начинаются какие-то там проблемы в бизнесе, какие-то многочисленные, там мучают там где-то кого-то, да. Несмотря на это, я считаю, что меня избирали в парламент. И я пришла не благодаря там подкупу, не благодаря форме 2. Я пришла в парламент с надеждой от избирателей, с верой в то, что я буду работать. И я им обещала, что я их не подведу, и я не буду, вот как у нас говорят, балок-депутат. Да? Депутат, который сидит, отмалчивается, там, защищает свой бизнес. Я думаю, свою миссию вот для новичка в парламенте, первый созыв, который пришел, я выполнила так, насколько у меня это получилось. И то, что я иду во второй раз, это еще большая ответственность, потому что я понимаю, что простят новичку, не простят человеку, который уже был в парламенте. Поэтому это для меня очень ответственный, серьезный и обдуманный шаг. Я знаю, на что я иду. Я знаю, насколько это будет тяжело. Я знаю, насколько... то есть я взвешиваю плюсы, минусы. Можно было, конечно, отмолчаться, как бы там в углу отсидеться, да, но я считаю, что либо ты берешь на себя ответственность, либо ты идешь вперед и показываешь тому молодому поколению, которое вот за нами стоит, что, ребята, вот вам будет на кого равняться, и мы вас не подведем. Я думаю, что в этой своей я воспринимаю это правильно, я воспринимаю это как ответственность, как миссия. И я считаю, что надо быть честным в первую очередь с собой. И люди, которые меня знают на протяжении, вот мне 41 год, на протяжении 40 лет, вот там, это не только мои родственники, это люди, которые со мной учились в университете, там одноклассники, люди, которые пересекались со мной на протяжении всего моего жизненного пути, они, в принципе, обо мне, я думаю, как бы и со стороны где-то говорят. Они знают, что я человек прямой, открытый, да, я бываю резкой. Да, я бываю слишком иногда, я могу быть агрессивной, такой, настойчивой, да. Но самое главное, я в душе верю, что самое главное, что мы должны построить то демократическое общество, в центре которого будет стоять жизнь и качественная жизнь нашего гражданина. Спасибо большое за беседу, успехов Спасибо, и победы. Спасибо большое, Лейла.